Пережить катаклизмы и при этом спасти население от голода – это основная задача единственного в мире естественного криохранилища семян. До 70-х годов 20 века коллекции зерен Всероссийского института растениеводства имени Николая Вавилова хранились в искусственных условиях с большой энергозатратой. Была предложена идея хранения как раз в естественных мерзлотных условиях, для которых не нужно затрачивать электроэнергию. И вот с конца 70-х годов как раз из дублетной коллекции ВИРа были поставлены семена вначале в подземную шахту Института мерзлотоведения. Там были температуры где-то порядка минус 7-8 градусов. Подземная шахта представляла собой штольню. Но что это такое? Это горная выработка, пробитая в горе с выходом на поверхность, которая используется для добычи полезных ископаемых, вентиляции, водоотлива или как транспортный путь при разработке месторождений. В нашем случае штольня стала местом для хранения удивительной коллекции семян. Именно в ней была открыта лаборатория, которая и дала старт большому и масштабному проекту под названием криохранилище. Криохранилище построено на базе существующей лаборатории института, и в 2012 году оно было переоборудовано. То есть сделана вся облицовочные работы и дополнительная система охлаждения. И уже здесь заложено образцы семян растений, которые вы наблюдаете. И, соответственно, с того времени она и функционирует. А вообще семена хранятся в институте с конца 70-х, начала 80-х годов. Но вернемся к истории. Вопрос о создании криохранилища семян, как мы помним, встал в 70-х годах прошлого века. Советскому Союзу было важно создать стратегический запас зерен в случае глобальных катастроф. Собственно, поэтому на глубине 12 метров появился банк семян. Спустя годы хранилище получило собственное помещение, торжественное открытие которого состоялось в такую символическую дату, как 12 декабря 2012 года. Мощности этого криохранилища рассчитаны на порядка 100 тысяч образцов хранения. На сегодня они используются в очень небольшой степени, порядка 15%. То есть до 85% пока мощности даже этой первой очереди, они еще являются неосвоенными. Безусловно, температура под землей не поднимается выше минус 6 градусов. Оговоримся сразу, что минусовая температура под толщей земли в Якутии держится на протяжении всего года, и даже в летний зной почва и мерзлота сохраняют отрицательные значения. Почему же так происходит? Давайте разберемся. Первой и самой главной причиной минуса под землей остается сильное охлаждение зимой. Вторым и не менее важным фактором является низкая теплопроводность грунта. И заключительной чертой считается отсутствие или недостаточность солнечного тепла. Для территории Якутска глубина годовых теплооборотов, то есть куда проникает летнее тепло и зимний холод, это примерно от 10 до 15 метров. И как раз 12 метров оптимальная глубина, куда летнее тепло не поступает, и более стабильная постоянная температура. По большей части природа все сделала сама. Главным источником сохранения семян является холод. Но для того, чтобы то же самое освещение, проведенное вовнутрь криохранилища, не растапливало мерзлоту, была придумана особая технология. Большую роль играет та технология, которая была создана в Институте мерзлотоведения. Попросту говоря, это технология запасания зимнего атмосферного холода для поддержания постоянных низких температур в хранилище во всесезонном аспекте. И это сочетание наиболее низкотемпературной и наиболее стабильной мерзлоты и сочетание наиболее низких зимних температур делает наш регион и этот объект вообще не просто уникальным, а неповторяемым. Мерзлота по праву считается местом, способное на протяжении довольно длительного времени сохранять объекты в целости и сохранности. Представим привычную нам картину.
Вы положили в морозильник рыбу, чтобы она не испортилась. Но случилось так, что вы забыли про нее и вспомнили только через несколько лет. Так вот, несмотря на довольно длительное время, рыба не испортилась. А все за счет уникальной способности холода. По такому же принципу работает и криохранилище. Семена, заложенные почти полвека назад, не только как новые, но и способны давать потомство. Мы занимались криохранилищем, мы все проверили. И получается, что вот за эти годы практически не изменилась схожесть. Они все жизнеспособны. Они дают жизнеспособное потомство. То есть вот 3 года назад мы последний раз проверяли. Например, фасоль, она очень дала много как потомство. И это потомство потом также прорастало и хорошо растет. Вот. В общем, все это сделано для того, чтобы сохранить различные вот сорта, виды растений, которые могут быть утеряны. Кто же главный герой криохранилища? А это более 13 тысяч семян бобовых, дикорослых, сельхозхозяйственных культур. Все аккуратно запечатано в стеклянные баночки и бережно хранится, как мы помним, с середины 70-х годов. Каждая тара имеет именную карточку, рассказывающую о дате опломбирования и о месте сбора. Они лежат уже в мерзлоте 45 лет. 45-47, там, в зависимости от разных генераций. Вот. Мы их периодически проверяем. Ну, те, что заложены 45 лет, мы уже не проверяем, потому что, когда мы занимались криохранилищем, мы все проверили. И получается, что вот за эти годы практически не изменилась схожесть. Они все жизнеспособны. Они дают жизнеспособное потомство. Пополнение банка семян проводится регулярно. Так, бурятскими коллегами были отправлены семена редких и исчезающих видов диких вишни и абрикосов. Кроме этого, коллекция увеличивается за счет ученых Института Вавилова. Этим занимаются наши коллеги из ИНИСХа. Да, там они закладывают и также различные кормовые растения, точно так же пшеницу, овес, вот такие вот. И тоже проверяют раз в несколько лет, вытаскивают и просеивают, смотрят, как она хранится. Ну, результаты, вот книжка написана, очень хорошие. Мерзлота – главный помощник по сохранению предметов. Так, в штольнях Института мерзлотоведения хранятся не только семена, но и те же самые углеводороды, а именно нефть и газ. Но основное внимание, конечно же, приковано к семенам. Здесь собраны семена со всей Якутии. Их порядка 13 тысяч. Вот, например, вот здесь мы можем видеть фасоль. Фасоль здесь разных видов. И хочу обратить ваше внимание, что, например, вот эта вот фасоль, этот вид был запечатан в 1978 году, 1 декабря. Здесь в основном представлена коллекция Всероссийского института растениеводства имени Вавилова Санкт-Петербургского. Вот это в качестве эксперимента они в конце 70-х, начало 80-х годов привезли дуплетную коллекцию, чтобы проверить выживаемость семян при длительном хранении. И, соответственно, они проводят эти эксперименты совместно с нашими якутскими коллегами-биологами. Вот, и периодически их пересеивают, смотрят, как семена сохраняют свои жизненные свойства. Вот, а наша цель Института мерзлотоведения, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим в этом помещении. Вернемся назад к той самой уникальной технологии, о которой говорилось ранее. Основной источник, направленный на сохранение семян, это мерзлота. Уникальность нашего природного холодильника в правильно сконструированной системе обеспечения. Здесь используется разработанная моим научным руководителем Георгием Петровичем Кузьминым система охлаждения воздушная, которая позволяет запасать зимний холод в грунтах, который в летнее время как раз-таки компенсирует летнее тепло. И за счет этого температура грунтов понижается и, соответственно, температура в помещении тоже. В будущем ожидается расширение коллекции семян, принятых на хранение. Его емкость увеличится до 1 миллиона экземпляров, что позволит принимать зерна на хранение не только из других субъектов России, но и со всего мира. 8 февраля 2022 года был подписан президентом России указ о создании Национального центра
генетических ресурсов растений, в которых конкретными пунктами было прописано, во-первых, создание криобанка, это первое, и, во-вторых, создание резервных хранилищ семян растений не только в тех местах, где сегодня находится национальное хранилище, но и вообще делокализация по территории России. В настоящее время создана компания, куда вошли подведомственные Федеральному исследовательскому центру СОРАН институты. Параллельно проходит подготовка сопроводительных документов на семена для долгосрочного хранения. Таким образом, с 2026 года будет вестись приемка от мировых учреждений.